Стая волков атакует село в Караидельском районе. Хищников регулярно наблюдают недалеко от школы, расположенной на окраине деревни Абызово. Серые нападают преимущественно на собак. Жители бьют тревогу, что в страхе от того, что следующей целью хищников станут люди. Однако эксперты республиканского Минэкологии опровергают информацию. По их словам, в населенном пункте следов волков обнаружено не было, как и собак. Наш корреспондент Радмир Азнабаев отправился в эпицентр событий и провел собственное расследование. Да, это зубы зубы волка вошли, вот они, видите. Ой, извини, пожалуйста, Фантомас, ой, извини, пожалуйста. Скорее всего, это единственная в Абызово собака, которая выжила после встречи с волком. Когда-то сильный сторожевой пес не может встать на лапы неделю и вряд ли уже поправится, с трудом признается хозяйка животного. В то злополучное утро пса от мучительной смерти спас ошейник. Фарида Равиловна отбила своего питомца от дикого зверя с помощью петард. Рев, просто собака заревела, не завыла именно, а именно заревела. Я спала и соскочила, волк взял собаку нашу и соскочила, побежала. Побежала, схватила попутно пикарды, как раз у меня были уже готовые. Когда уже подбежала сюда, вышла в ограду и по земле волокли его, утаскивали. Фантомас, он у меня крупный, большой пес, из-за этого больно-то быстро ты его не возьмешь. А вот псу Рената Насрединова повезло меньше. По возвращению домой мужчина обнаружил перевернутую будку, которая, к слову, весит порядка 100 килограммов. Со слов хозяина животного, волки утащили собаку прямо с цепи, оставив лишь оторванные конечности и части внутренних органов. Она сделана не из досок, так скажем, но она как бы хорошо весит. Килограмм 10 может. Ну, это один брус? Один брус, да. Просто его оттащить, как бы я сам один, наверное, не смогу. Ренат рассказал об этом в соцсетях. История начала набирать обороты. В Абызово сразу же приехали эксперты Минэкологии. После 2 дней расследования они опровергли информацию, заявив, что волчьих следов и мертвых собак там нет, а фотографии, сделанные Ренатом, и вовсе фейк. Мы не нашли волчьих следов. Что это было? И вот этих фотографий нигде нету. Откуда она это взяла, вот эти фотографии? Я так и не понял. Если бы такой шум был, сразу бы было это уже известно всем. То есть вот эти останки собак, это фейк все, да? Да, там же на фотографии там ноги всякие эти, нету их, не было, если этих вещей. А вот жители наоборот, все как один рассказывают, что специалистов в деревне не видели. Да и самому Ренату не составило труда доказать, что смерть его собаки не фейк. Останки своего четвероногого друга мужчина захоронил у себя во дворе. Мухтарчик, спи спокойно. Мы любили тебя, и ты нас любил. Как предполагают сельчане, в Абызово орудует стая из 4 хищников, в основном в сумерках, либо перед рассветом. По рассказам тех, кто сталкивался с саблезубами, вначале на разведку выходит одна особь. Одного такого сегодня утром повстречала местная жительница. Без 10:07 я вышла на крыльцо, направлялась в огород. И он двигался медленно, смотрел в сторону соседей, у них щенок. Прогнать пыталась, думаю, может быть, это собака. И затем, начала кричать, он не реагировал. После этого Татьяна закрылась в доме и уже через окно провожала взглядом серого до лесного массива. А 2 неделями ранее другому жителю села удалось встретить целую стаю. Возвращался с деревни, тут ближайшей, и 4 волка перебегали дорогу и прямо в гору. Они как раз, получается, со стороны Абызова в сторону леса уже рванули. Видимо, они до этого здесь уже успели погостить. В Республиканском министерстве экологии сообщили, что, несмотря на запрет на охоту, ведомство выдало разрешение местным егерям для отстрела волков. Между тем, обычные сельчане продолжают активно запасаться пиротехникой и другими средствами самообороны. Ведь иначе они не знают, как защищаться от непрошенных гостей. Окраина Абызова — сплошные леса. Вот дом Фариды Хафизовой, где неделю назад произошло нападение на ее пса. Вот тут живет Ренат, у которого собаку уже съели. Через пару шагов от него Татьяна, которая встретилась с саблезубом с глазу на глаз еще сегодня утром. Здесь же построена новая школа, которая откроет свои двери уже через несколько дней. А расположена она на краю деревни. Дальше километры леса. По словам сельчан, волки терроризируют деревню с весны этого года. Тогда у людей стали пропадать овцы, которых сейчас почти не осталось. Видимо, поэтому хищники переключились на собак. Сейчас главный страх людей связан с тем, что после террора четвероногих следующей целью хищников могут стать уже их хозяева. Радмир Азнабаев и Азамат Мухамедшин. Новости. Караидельский район.